Социалдык тармактарда питбуль менен алабай тукумундагы иттердин согушун көпчүлүгүңүздөр Telegram топтордон көрсөңүздөр керек. Анда салмагы 65 килограммдан ашкан питбуль алабай менен согушуп, алабай жерде кансырап жатканын көрүүгө болот. Активисттер бул иттердин согушун уюштургандарды жоопко тартуу керек деп эсептешет. Нам сообщили информацию, мы туда приехали, как бы боялись зайти, потому что там собаки опасные. Мы вызвали милицию, милиции приехало очень много, и мы вместе с милицией зашли туда. Человек, Азим его зовут, у него огромный питбуль, 65 килограмм весом. Он в этот день, видимо, тоже победил, и он быстро по разрешению милиции уехал с места происшествия. Остался только алабай, который валялся в снегу, весь окровавленный. Это был такой ринг, на нем висел баннер, что там проходят якобы тестовые испытания. Но в нашей стране это незаконная деятельность. Через буквально 10 дней следователь взял и просто закрыл дело, сообщив то, что он ничего не видел. Но у нас на самом деле есть видео, и на этом видео следователь рядом с окровавленным алабаем. И, в общем, еще другие милиционеры именно с этим алабаем рядом. То есть у нас есть вся видеофиксация. Вот в селе Восток здесь идут бои собачьи. Почему милиция не борется с собачьими боями? Прошлое заявление писали вообще, но реакции. Все прекрасно знают, что в селе Восток идут бои. Что за беспредел, когда милиция начнет работать? Мы подали в суд на действия следователя. Суд выслушал мнение двух сторон и принял решение, что действия следователя были незаконными и необоснованными. Питбуль, по сути, он не может быть такого размера огромного. Это собака порядка 45 килограмм. Потом также мы выяснили, что у этого питбуля вообще нет никаких документов, то есть никак не подтверждена его порода. То есть это мутант. Алар бул питбульдун ээси аталган иттин тукумун көбөйтүп, аны таратып жатканын айтып, кооптуу жолбун иттердин көбөйүшүнө себепкер болуп жатат дешет. Он, когда выигрывает бои, он, значит, делает такую акцию, он сводит там еще с какой-то собакой своего питбуля и продает этих опасных собак просто людям. То есть, пока они щенки, это милые щенки. А у нас в Кыргызстане было очень много случаев, когда собаки загрызали своих хозяев, детей хозяев, нападали на улице на детей. В частности, я знаю 2 случая, когда убили 2 детей, 3 лет и 9 лет. В общем, он распространяет эту опасную породу, по факту, по всей стране. Вообще все устроители боев, у них это смысл такой – выиграть бой, потом размножить щенков и начать их продавать. Естественно, они не платят ни налогов, ничего, они просто распродают их по городу. И у нас в городе сейчас просто немеренное количество опасных пород. Они, причем, не сидят где-то дома на цепи, они просто болтаются по городу, потому что если она укусила хозяина, ее выкинули. И сколько людей она потом съест, вообще неизвестно.